Представили меня к этой награде 20 с лишним лет тому назад. И я, ждешь каждый год, ждешь, вроде бы да, а потом уже думаешь, ну да ладно, не для награды работаем. Мы работаем ради детей и для своего собственного удовольствия. Вот моя дочка стоит здесь рядом, и она говорит, я тебе, мама, завидую, что ты выбрала себе профессию, которую тебе нравится и ты любишь. Это здорово, когда вот так бывает, действительно, и ты работаешь, и профессия нравится, ты любишь, и уже не думаешь о наградах. Прежде всего, учитель – это человек, который должен любить детей. Ну вот я так думаю, да, любить детей, а дальше, если ты любишь детей, любишь свою профессию, и ты постоянно будешь самосовершенствоваться, образовываться, и, конечно, у тебя все получится. Я так думаю. Вот и сколько я работаю, вот 40 лет я работаю в школе, и все 40 лет все время занимаюсь самообразованием, и курсы прохожу всевозможные, ну и так далее, скажем так. Надо понимать детей. Когда понимаешь детей и рядом с ними находишься, вот вроде бы на одной и той же ступеньке ты находишься с ним, но в то же время чуть-чуть выше. Ты для детей не только учитель, ты друг, товарищ, мама, бабушка, ты все на свете. И поэтому вот эти все качества нужно воплотить в себе, и тогда ребенок пойдет навстречу. Недавно ко мне ребята приходили заниматься. Надо было кое-какие проблемы ликвидировать. И вот они пришли домой, такие восторженные были, и мать у них спрашивает, вы вообще-то были у Людмилы Александровны? Они говорят, ну, конечно, мы оттуда идем. Они говорят, что вы слишком радостные вы пришли. Сказали, что хорошо, и было здорово. То есть вот надо давать, наверное, так вот с детьми общаться, чтобы им было здорово и хорошо. Я в школе свою педагогическую деятельность начала работать старшей пионерской вожатой. И потом, через некоторое время, я перешла на учительство. Потом я работала заместителем директора по воспитательной части. Я всегда вспоминаю свою пионерскую работу, когда со всей душой приходишь, когда ребята за тобой вот идут, ведут за собой других и так далее. И я всегда вспоминаю свою наставницу, учительницу начальных классов, и тоже мне повезло в жизни, что она в этой 17-й школе была старшей пионерской вожатой, первая пионерская вожатая, и я с ней имела честь дружить. Вот я ее вспоминаю, и вспоминаю ее дочь. Я вспоминаю всегда свою сестру, которой я очень признательна, благодарна. Я всегда вспоминаю своего отца, свою мать, которую вот такую вот, как я есть, воспитали. Вспоминаю своих друзей. Я очень благодарна своему первому директору и второму директору. То есть вот это добро, которое они оставили во мне, оно сейчас живет. То есть не только мы даем детям, но и администрация тоже дает. Я всегда с благодарностью Олене Петровне говорю и о своих администраторах.